24 марта 2003 года глава администрации Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров подписал указ об объявлении 23 марта Днем Конституции Чеченской Республики. В ознаменование исторического события в судьбе чеченского народа, референдума Чеченской Республики, объявить 23 марта Днем Конституции Чеченской Республики, говорится в документе. В то время в Чеченской Республике, образно выражаясь, царили три не самых приятных обстоятельства: беспредел, неопределенность и хаос. Многие политики делали заявление о том, что кадыровская власть временная и поэтому нельзя проводить референдумы. А с другой стороны, были враги народа, которые выехали в Европу и исламские страны и говорили, что ваххабиты, по сути терроризировавшие чеченский народ, настоящие герои, а все остальные предатели. Но Ахмад Кадыров и его команда в самое трудное время в республике нашли общий язык с чеченцами. И наш народ сделал осознанный и правильный выбор. وين خزنيخ سن فرق تويال النظام إح داخل نيختخل عدخ إحتوخل وين قيمات سخيوشي يشل غشلوش طولش دو داخل دعنيسلوش دو أدمي دوب أويل ديكش آغور فرغتو هرشايك هروين تخني هرتخن وين جين دو هرتخن لي دقة قص конституции но خادا إنش نيختخل وين عدخل بحندوش دعنيستيل دوب وين هر. Действующая Конституция Чеченской Республики была принята общенародным голосованием. Референдум 23 марта 2003 года стал точкой отсчета нового этапа развития нашей республики. Принятый основной закон придал импульс развитию демократии, упрочению гражданского мира и согласия в обществе. Впервые Конституция Чеченской Республики предоставила права на политический выбор и свободу слова, стала основой основ построения правового государства и гражданского общества. Последние полтора десятилетия для Чеченской Республики выдались не самыми приятными. По сути, чеченцы были поставлены на грани выживания. В пору испытаний и потрясений каждый народ рождает своего героя. Чеченской Республики им стал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Именно по его инициативе в республике был проведен референдум, на котором народ определил статус и принял Конституцию. Таким образом были созданы оптимальные условия для деятельности общественных организаций, политических партий, национального движения, сохранения атмосферы межнационального и межрелигиозного согласия. И самое главное, определение статуса республики и принятие Конституции выбило почву из-под ног ваххабитов, религиозных экстремистов и прочих национал-предателей. Вопреки всем ожиданиям, основанным на самых мрачных прогнозах, референдум прошел при огромном стечении народа. Более 80% граждан, имеющих право голоса, пришли в этот день к урнам для голосования. Сказать откровенно, для федерального центра был очень большой риск. А вдруг люди не придут? Ну что ж, сказал я, ну не придут, значит мы совсем уж не в ту сторону идем и не тем занимаемся. Значит, должны сделать соответствующие выводы тогда. Дальше тянуть нельзя. Результаты, как вы знаете, превзошли, я думаю, все ожидания, в том числе и в самой Чечне. Не случилось в этот день и ни одного теракта. Велика в этом и роль правоохранительных структур республики, в то непростое время, мужавших под каждодневным огнем со стороны жестокого и подлого врага. Рамзан Кадыров всегда отмечает роль чеченской милиции в этом. Цитата. «Несмотря на небольшой опыт и каждодневный риск, они с честью выполнили поставленную задачу по поддержанию правопорядка и безопасности граждан в день проведения референдума. Во многом благодаря их усилиям этот день ознаменовался спокойной обстановкой. Референдум прошел без эксцессов и внештатных ситуаций». Сегодня, слава Всевышнему, уже подзабыли суровые реалии тех дней. И День Конституции отмечается как еще один всенародный праздник, с украшенной столицей, выходным днем, с награждением отличившихся, концертами и со всей прочей атрибутикой праздника. В этом году эпицентром торжеств стал Государственный театрально-концертный зал. Именно здесь состоялось праздничное действо со всеми вышеперечисленными составляющими. К собравшимся с речью обратился президент республики. نخشوا على وحشتك واسر ميلا دعان اتشام بوچون بیاس مونس عبد الواسطي دعان ميلا مجد عايش خلص مونس عبد الواسطي ترك ويرج مول ويرج بيست سكورت من عبد الواسطي مجد لخيش عبد الواسطي دعان بوش زام نشيخنا وين نخشوا دعان خلص دش دعان اوغان شخل بوش عربو خل بوش دشمن شخل بوش زام نشيخنا ويج بوسو دين بوسو باتش على شكاه دعان ليلوش دوش دين إسلامский дон, государственный дон, шеда именно дон, хая они дон, сяк дочь только выехал без бог, замыш як на войн, паранджашего из, те дон, хочу говорить халбин дон, шервашо, лил без борс на дон,
أوي بيرو بريزيدنت بوجود رونالدي وينوخشوا هالبيز ويغلقدش ويغلقدش ويدايش ليلين دين ليلش ويدايش شك بعتم دولم دونت إلاس دولم شك داكش دونت إلاس نعبر. Ахмад Кадыров. О нем было много добрых слов, много теплых воспоминаний. Известный журналист Имран Бажаев подготовил видеоролик, который никого не оставил равнодушным. В нем рассказывалось о тех трудных днях, о становлении закона на чеченской земле, о роли Ахмада Кадырова в этих исторических судьбоносных решениях. Предшествующие 10-13 лет на территории Чеченской Республики не действовали федеральные законы и международные правовые нормы. Фактически власть находилась в руках отдельных бандитских группировок. Законных конституционных органов власти не было. Создание таких органов не предполагалось. Творился правовой беспредел, похищение людей, убийства носили массовый характер. Экономика, промышленность, здания, сооружения, жилые дома практически полностью были разрушены. Республика находилась на грани гуманитарной катастрофы. В этих сложнейших условиях Ахмад Хаджи Кадыров выдвинул инициативу принятия Конституции на референдуме. А награды? Всего более 20 человек получили из рук президента ордена и медали, почетные звания. А женщины еще и цветы. И, конечно же, как и всегда в торжественных случаях, был концерт. Признанные мастера песни и танца радовали в этот вечер зрителей своим искусством. Все знают, что такое Конституция, но мало кто ее читал. Так вот, хочу напомнить первую главу Конституции Чеченской Республики. Мы, многонациональный народ Чеченской Республики, осознавая свою историческую ответственность за утверждение гражданского мира и согласия в Чеченской Республике, стремясь защитить права и свободы человека как высшую ценность и укрепить демократические основы общества, руководствуясь общепризнанными принципами равноправия и самоопределения народов, исходя из ответственности перед прошлым, настоящим и будущим общества и народа, свидетельствуя о своей исторической общности с Россией и ее многонациональным народом, подтверждая лучшие традиции народов Чеченской Республики и всей Российской Федерации, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к земле отцов, веру в добро и справедливость, провозглашаем и принимаем Конституцию Чеченской Республики. И да будет так всегда.